70% промышленных предприятий Кыргызстана находятся в состоянии банкротства. Таковы данные Министерства экономики. О том, что в стране нужно развивать промышленность, говорят уже не один год. Но, несмотря на это, каких-либо резких позитивных изменений на государственном уровне пока не наблюдается. Крупные бюджетообразующие компании по различным причинам не создаются из-за нехватки капитала. Чего не хватает для развития промышленного сектора Кыргызстана? Ответы экспертов и чиновников в следующем материале. На этом заводе полвека назад трудились 2000 жителей поселка городского типа Каинды. Изготавливали эмалированные провода для обмоток генераторов, трансформаторов и электродвигателей. Объем производства был внушительный – 15 тысяч тонн проводов в год. Спустя десятилетия производство практически приостановлено из-за отсутствия заказов и высокой конкуренции. А это уже градообразующее предприятие на юге Кыргызстана. Завод по производству поликристаллических металлов «Кристалл». Он признан банкротом. А ведь когда-то его проектная мощность составляла более 600 тонн поликремния в год. Сегодня активы областного бюджетообразующего предприятия оценены почти в 5 миллионов долларов. Несколько лет назад иностранный инвестор планировал купить завод. Однако в связи с нестабильной политической ситуацией в республике отказался вкладывать свои средства в перспективное производство и таких предприятий, благодаря которым в свое время поднималась экономика как отдельных городов, так и всей страны очень много. Из них только единицы продолжают работать сегодня. Сейчас в настоящее время промышленность в основном средний и мелкий, и крупный я назвал уже несколько заводов. Это Такмаке стеклозавод, это Канский цементный завод, Малюсу электроламповый завод, Кумтор, естественно. На сегодняшний день только доля Кумтора в общем объеме промышленного производства составляет более 24%. Как рассказали в налоговой службе, крупнейшее промышленное предприятие Кумтор обеспечивает и порядка 50% всего экспорта промышленной продукции страны. К тому же своевременно выплачивает все необходимые налоги. Кроме того, фискалы отметили, что по сравнению с 2013 годом количество налоговых сборов от добывающего предприятия даже увеличилось. Прогнозные показатели по налогу на валовый доход от Кумтора. Здесь у нас не снижались суммы отчислений от Кумторов. Запланированные суммы данным предприятиям все поступили в полном объеме. Даже по сравнению с 2013 годом наблюдался рост поступлений. Налоговая служба Кыргызстана надеялась получить немалые суммы в виде отчислений и от других предприятий цветной металлургии. Однако по разным причинам компании, которые планировали вести разработку и добычу драгоценных металлов, остановили работу или вовсе к ней не приступали. В связи с этим в госказну не поступили миллионы сомов, но тем не менее горнорудная отрасль благодаря вкладу Кумтора стоит в первых рядах по налоговым отчислениям. Наиболее существенное отчисление налогов и платежей наблюдается у нас поступление от предприятий торговли. 16% доля составляет поступление, 14%, более 14% составляет поступление от предприятий цветной металлургии, от предприятий системы связи 5%, системы электроэнергетики более тоже 5% и прочих отраслей промышленности более 8%. Экономисты считают, что государственная поддержка могла бы способствовать развитию бюджетообразующих предприятий, что, естественно, положительно повлияло бы на экономику страны. И по расчетам специалистов, возрождать нужно не только те предприятия, которые оказались банкротами, но и создавать на их базе новые. А это и рабочие места, и развитие малых городов Кыргызстана. Нам бы в республике создать промышленные предприятия на местах, чтобы их кооперировать и создать условия как раз для глубокой переработки любых перспективных, по нашему мнению, продукций. И это было бы очень большим подспорьем для того, чтобы мы начали бы развиваться. На сегодняшний день золотодобывающее предприятие Кумтор играет стратегическую роль в привлечении зарубежного капитала и является для бизнес-структур своеобразной лакмусовой бумагой для определения уровня инвестиционного климата в стране. Чиновники надеются, что с созданием совместного кыргызско-канадского предприятия работа рудника войдет в нормальное русло без политической составляющей. И, соответственно, стабильная ситуация вокруг золотодобывающей компании, обеспечивающей до 10% ВВП страны, даст сигнал другим инвесторам безбоязненно вкладывать средства в развитие промышленного сектора экономики Кыргызстана.